Классический набор дружинника – жилетка, повязка, удостоверение. В Усть-Вымской народной дружине порядка 20 человек, в том числе и девушки. В целом по республике во всех муниципальных образованиях создано 30 добровольческих команд. Сегодня они главные помощники для полицейских в охране общественного порядка. Общая численность 434 человека. По прошлому году она увеличилась. По деятельности народных дружин также осталось на уровне прошлого года. 884 выхода дежурств дружинами осуществлено, и выявлено более 780 правонарушений. Сегодня главная задача – повысить значимость добровольцев и привлечь в их ряды как можно больше людей. Для этого каждый район разработал свою систему стимулирования, кто на что горазд. Это и небольшие денежные бонусы, бесплатные билеты в бассейн, тренажерный зал, на концерты. А в случае увечья, контузии или ранения во время дежурства, а надо понимать, что во время рейда всякое может случиться, республиканским законом предусмотрены единовременные выплаты. Но их размер, как считают представители Минюста Коми, совсем смешные, в то время как на кону здоровье и даже жизнь человека. Увеличить сумму выплат по случаю ненаступления инвалидности с 20 до 100 тысяч рублей. В случае получения увечья, повлекшей инвалидность, с 50 до 300 тысяч рублей. И в случае гибели народного дружинника со 100 до 500 тысяч рублей. На сегодняшний день единовременных выплат еще не было. К счастью, все рейды проходили спокойно. Тем более, что добровольцы имеют право отказаться от тех дежурств, когда что-то может угрожать их здоровью. Тем не менее, ведомство уже подготовило финансово-экономическое обоснование предложения. Чем быстрее примут документ, тем лучше. Надо успеть заложить средства в бюджете на 2020 год. Дружинник – это человек, который помогает действующим сотрудникам, но тем не менее для того, чтобы дружинники шли на эту общественную работу спокойно, и самое главное, что были спокойны их семьи, мы настаивали о том, что эти суммы надо увеличить. И я очень надеюсь, что не только сегодня штаб поддержит, но и в целом Государственный совет при формировании бюджета на 2020 год обязательно предусмотрит соответствующие цифры. Предложение ведомства законодателя республики планирует рассмотреть в ближайшее время. Возможно, средства на эти цели будут заложены уже в этом году. Елена Кононова, Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.